Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с самыми интересными собеседниками с теми, кому, как я выражаюсь, есть что. Сегодня мой гость, коллега, журналист, бывший народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Привет, Сергей. Привет, привет. У нас с Сергеем очень интересная история взаимоотношений. Мы познакомились на Майдане и много раз там даже виделись. Я тогда еще из Москвы прилетал. А Серега был в самой гуще событий. Вот, но потом мы виделись всего 2 раза за следующие 6 или 7 лет уже. Вот. Но я все время чувствовал, что ты где-то рядом. Я Ну, почему читаю. больше? Мы больше виделись. Ну, мы да, очень мало. Может, не будем рекламировать заведения, кстати, крымско-татарские. Ну, может быть, Заведения, в 2 раза. которых Ну, мы- мало. Мне не хватало, короче. Вот. И И мне. сегодня постараюсь восполнить этот пробел, потому что Сергей один из ведущих политических аналитиков, скажу тебе, глядя в глаза, да, и журналистов, за которыми я слежу еще где-то с 2012 года. Я читал тебя еще тогда. Вот. Ну, мы вернемся к нашим развернутым темам и разговорам чуть позже. Начать я хотел с того, что сегодня волнует ну, весь Крым, это точно, всех наших зрителей и людей, которые следят за событиями. Произошел очередной захват заложников, но он произошел 3 года назад. Но сегодня озвучен приговор, если так можно назвать, 7 крымским татарам, которыми там издевались, пытались их склонить к самооговору и так далее, и так далее. Люди получили срок от 15 до 19 лет лишения свободы в русском суде военном в Ростове-на-Дону, потому что они не сломались, потому что они до конца были сами собой, остаются самими собой. И их последние слова на этих судилищах, они достойны, конечно, любых книг и войдут, безусловно, в материалы в истории Украины. Хотя сейчас это безумная личная трагедия. Для них 33 ребенка остались без отцов за один раз. И уже не первый такой случай судилища, но среди тех людей, которые незаконно осуждены, Сервер Мустафаев, известный журналист, стример, который много рассказывал, показывал, бывал на суд на АТРе, когда в Киев приезжал еще, до того, как его задержали оккупанты. Что еще сказать? Ну, на мой взгляд, это очередной акт захвата заложников. Это Путин показывает, что он может бесконечно хватать людей. И, конечно, самые удобные для него люди в его палаческом смысле — это крымские татары, потому что Крым оккупирован, и они вывозят людей оттуда, судят как хотят. И вот еще 7 человек получили страшные сроки, сравнимые со сроком Сенцова. Вот, и захват заложников очередной состоялся, проштампован, точнее, он. И вот я хочу Сергея Высоцкого спросить, что вообще нам делать? Потому что они хватают столько, сколько хотят. Уже крымских татар там хватают и сажают так, что это у них уже процесс такой, как в гетто, значит, отфильтровывают людей и с партиями отправляют в ГУЛАГ. Вот у меня другой мысли нет, кроме как, по идее, мы должны работать над тем, чтобы захватывать здесь предателей, оккупантов, шпионов, пособников оккупантов, потому что иначе, ну, а на кого менять? Вот ты вообще знаешь, как есть на кого менять вообще людей, которых мы теряем? Ну, я, знаешь, тут в сложной ситуации сейчас нахожусь. Мне как бы нужно за Украину ответить. Ну вот, де-факто. Нет, ну мы все А ничего Украина. сейчас, ну как бы хорошего, оптимистичного я сказать не могу, потому что я точно знаю, что, ну там, в те 5 лет, которые сейчас ушли уже, это стало прошлым, было, да. И тем не менее, несмотря на наличие обменного фонда, как дипломатично мы все это называем, да, и на то, что этот обменный фонд пополнялся, ну, активно, в том числе это вследствие спецоперации на Донбассе и такого рода процессов, да. Я помню прекрасно тенденцию, что крымские татары и, в принципе, крымские узники, на это всегда была неимоверно сложная тема для переговоров. Да, то есть если по Донбассу позиции оккупанта и позиции кремлевской диктатуры, они более гибкие, то есть в плане того, что там присутствуют активные боевые действия,
нужно как-то взаимодействовать, как-то там кружить какой-то вальс перед Западом, совместно там, с Украиной, против Украины, естественно, но делая вид, что совместно. Вот, и там, в общем-то, всегда этот процесс был более, да, более доступный. Опять же, я просто не знаю, как выражаться в прямом эфире для того, чтобы это было корректно. Вот, но тогда удавалось, да, многое сделать. Но даже тогда, как только мы пытались подойти к крымской теме, к теме крымских заложников, сразу падала со стороны России стена. И все, что мы могли делать реально как государство, это способствовать скорейшей деоккупации полуострова посредством увеличения степени ответственности России за попытку аннексии, за оккупацию. Ну, то есть просто не замалчивать крымскую тему. Ну, вот. Опять же, я вынужден быть дипломатичным, потому что я, прежде всего, какая бы здесь власть не была, в которой я, безусловно, к этой власти в оппозиции нахожусь, там, да, и в фактической, и в моральной, но тут следует сказать, что, конечно, мне бы хотелось, чтобы эта тактика продолжалась. То есть количество урона агрессору, то есть количество этого урона, да, и степень этого урона должно увеличиваться. В том числе по таким делам. И я очень надеюсь, что наше руководство нынешнее, да, оно обратит внимание на тот позорный процесс, итог которого сегодня был озвучен оккупантской стороной в Ростове-на-Дону. И, как бы будет работать. Значит, все средства хороши. Обращаться к посредникам. Я не знаю, разговаривать там с Парижем, с Берлином, с Стамбулом, с Анкарой, с кем угодно. Потому что количество крымских татар по безнадежным срокам 13, 17, 19 лет, по-моему, сегодня рекорд. Да? Оно уже просто переваливает все разумные пределы. Причем, как ты правильно заметил, ты просто не отметил это отдельно, что они же называют это наши граждане. Наши граждане? Они же Сенцова судили как своего гражданина, да? В том-то и проблема. Это наши граждане, хотя это люди... Они говорят, это внутренние дела России, это вообще... Ну да. Если Донбасс это дела внутренней Украины, как бы с их точки зрения нас там нет. По их легенде. Нас там нет, да, и как бы, там, обменивайтесь, что хотите, то и делайте, а мы как бы на ту линию, которую Медведчук же постоянно пытался продавить в Москве, что он просит Путина как посредника вмешаться и поспособствовать процессу освобождения заложников. То позиция правовая России и политическая в том, что это наши граждане, это внутренние дела России. Хотя люди в суде, выступая, говорят, что мы граждане Украины, мы за это страдаем. Они прям абсолютно суде... верно. Через посредничество Таyyипа Реджепа Эрдогана там удавалось освобождать. И в принципе, мы видим, что, как ты правильно сказал, когда есть высокостатусный обменный фонд, это тоже влияет позитивно хоть как-то на процесс переговоров. Но здесь нужно говорить в комплексе. Да, то есть каким образом мы можем отвечать конкретно на крымскую агрессию Путина, каким образом мы можем расширять... Асимметрично. А как? Крым мы сейчас освободить не можем. Асимметрично. Да? То есть это означает работать над тем, чтобы эти случаи не замалчивались, концентрировать свое внимание на них, выработать отдельный блок крымской политики и отдельный блок крымской международной политики. И предлагать, да? Слушай, цинично сказать, да, он захватывает заложников, надо предлагать обмены. Нет, надо обмен какой-то, потому что вот последнее, то, что я слышал по обмену, это то, что готовится обмен там порядка 100 человек, и сразу сказали, что среди них нет крымских татар, что это обмен, как ты говоришь, по Донбассу, вот этот, да, такой гибридный, вроде как это наши типа дела внутренние, как они это называют, да. Вот. Но по крымским татарам ситуация заходит в глубокий кут, потому что никаких вообще... Последний был освобожден Эдем Бекиров, когда вот с Олега Сенцовича моряков освобождали эту группу людей большую, да? Это был единственный крымский татарин. Больше никого нет. И ответ на это все равно власти придется как-то давать, потому что... мы говорим о асимметричном ответе. Я был одним из подписантов проекта закона о внесении изменений в Конституцию относительно крымско-татарской национально-территориальной автономии. Это было бы асимметрично. Я считаю, что он абсолютно логичен, и с точки зрения тех международных механизмов, которые можно задействовать, а тут можно задействовать исключительно международный механизм. То есть надо, чтобы тема крымских татар
этноцида, которая там происходит, она стала мейнстримовой в международной Украина политике. в международной политике становится защитником своего коренного народа, чьи абсолютно. права обозначены в Абсолютно. основном В Конвенции законе ООН. государства Украина. Всё. Ну и в Да. Конвенции ООН. Тут можно подключать гораздо большее количество, если мы уже говорим юридически, да, хотя я понимаю, что это сложно, возможно, воспринимать, потому что мы прекрасно понимаем, что оккупант просто кладет, извините за прямые слова, на юриспруденцию, на право, на международное право как таковое. Но, тем не менее, это расширяет нам на возможность задействования тех международно-правовых механизмов, которые предусмотрены в Конвенции по защите коренных народов, они ратифицированы ООН, то есть тут расширяется поле для борьбы. Ну, смотри, уже... И, соответственно, то есть, если мы говорим о крымских татарах как о коренном народе Украины, их права защищены в Конституции, создана соответствующая национально-территориальная автономия с соответствующими правами. Ну вот тогда мы говорим, что нет, ну позвольте, это не внутренние дела России. Тогда вот этот аргумент, который они постоянно транслируют и который позволяет им, ну позволяет как бы вот тем друзьям России, которые есть в некоторых странах, не замечать. Да. Не замечать проблему Абсолютно. крымских татар, не замечать проблему этих позорных процессов, проблему этноцида, который Россия осуществляет на территории оккупированного Этноцид, Крыма. вытеснение населения. Тогда у нас и так есть далее, да. международно-правовой рычаг, механизм Ну, тут, расширения санкций. Сергей абсолютно прав. Ну вот как бы вот только так я вижу, но как мы видим, ну, к сожалению, если там в наше время эта тема хоть как-то звучала, хотя общество не было украинское до На конца к ней словах. готово. Я бы сказал не только про общество. Я грех стараюсь вспоминать. Я не имею ничего личного против Петра Порошенко, и тем более против там, патриотов, многих, которые сидели в парламенте и так далее. Но и в правительстве были. Но дальше слов дело не пошло. И при Петре Алексеевиче даже не был принят базовый закон о коренном народе крымских татар, от которого идет дальше изменение статуса АРК в Конституции. И так далее. Даже он не был принят. Прошло 1,5 года уже при новой власти. И уже даже есть хотя бы базис концепции освобождения борьбы за Крым. Да? И там прописано в том числе и это. Да? Но опять дело не движется никуда. Всегда у нас какие-то текущие дела, всегда что-то важнее и так далее. Но сам Путин, уважаемые господа, президент, там, парламентарий, сам Путин постоянно тыкая в Крым, понимаете, по нашему самому больному, да, он как бы говорит, ну а что вы-то? А вы чем ответите мне? Да? Он-то беспредельщик, понятно, но мы тоже не должны быть терпилами, мы должны адекватные шаги, асимметричные, именно как Сергей говорит, предпринимать, даже обращаясь к парламентариям, ко всем нужны шаги, нужен закон о коренном народе, как базис и так далее. Но я не буду это повторять, все понятно. Ну вот, я не буду как бы отрицать, что за нами условно остался должок. Очевидно, остался. Очевидно, проблема, она заключалась в том, что 300 голосов там не собиралось. За закон о коренном народе 226 могли да. собрать, и это стало бы базисом для дальнейшего разговора. Сейчас это все оттянуто во времени аж на 5 лет. Вот, но, Представляешь, 7 лет оккупации. но мне казалось, что когда Владимир Зеленский приходил к власти, он уже приходил к власти для того, чтобы, ну как бы по его словам, да, быть лучше, быть честнее, быть дальше, быть сильнее, выше, сильнее. Но шансы есть, большинство в Верховной Раде есть. Ну вот. Закон о коренном народе хоть завтра Но можно мы принять. по-настоящему увидели как бы только ослабление международно-правовой позиции, к сожалению. Во многом благодаря тому, что президенту Украины, верховному главнокомандующему и человеку, который должен по Конституции заниматься внешней политикой, да, исключительно верховный главнокомандующий и внешняя политика. Эти процессы, ну, я бы сказал, недоступны. Их нельзя делегировать никому. Ну, не то, чтобы их нельзя, не делегируются, ну как, это другой вопрос. Но они не являются для него приоритетом, я бы так сказал. Для него приоритет, как мы видим по его президентству, это какая-то такая ощущение. Ну, тут нужно уже уходить в украинскую аналитику, не знаю, насколько Ты это про дороги и так необходимо. далее. Я не про это хочу сказать. Вот Да, смотри, да, недавно я слышал заявление Зеленского. Очень советское понимание власти. Вот, я бы так сказал. он сказал дословно, мы даже вот сегодня цитировали в других программах, что моя цель — это мир, а возвращение оккупированных территорий, имеется в виду и Крым тоже, и я хочу этого добиться, значит, это моя главная цель и так далее. Но я тоже хочу этого добиться, и ты, наверное, тоже хочешь этого добиться, и мы бы с тобой вдвоем сейчас прямо помогли бы Зеленскому в том, чтобы этого добиться. Но в реальности ключи от этого сейфа лежат у Путина, да, и даже по Донбассу, который там Путин, ну, типа не признает своей территории, да,
Вот. Мы видим странные вещи в трехсторонней контактной группе, об этом пишут и, там, и Денис Казанский, который член этой группы, там, и другие люди. Вот эта история с Фокином, с Кравчуком, особенно с Фокином, да, я, честно, даже не знаю до сих пор, как ее комментировать, и не хочу ее комментировать, потому что какой-то сюр на самом деле, да. Что это такое? Это игра. Некоторые говорят, что это игра такая, чтобы, знаешь, замотать русских, пропетлять и замотать их в этих переговорах, показав Западу, что, ну, ни о чем же нельзя договориться, в принципе, да, по большому счету. Или же это все-таки еще остается у представителей власти какое-то представление о том, что можно хотя бы о чем-то договориться. Вот как ты это наблюдаешь, как украинский журналист, который давно как бы знаешь людей, я там меньше знаю по факту просто каких-то источников и так далее. Ну, тут даже источники особо ни при чем. Источники могут как раз говорить о том, что это гениальный план какой-то глубокий. Но это нужно оценивать уже личность нашего президента. Ну, вот, говорить о карго-культе, который здесь как бы строится. Карго-культ, ну-ка Ну, расшифруй, как это относится к нашей стране. Ну, потому что политика, вот наш президент, он, к сожалению, имеет тот опыт жизненный, который он имеет. Ну, то есть он человек определенного рода занятий. И человек такого рода занятий, я ни в коем случае там, не буду упрекать его профессии, там, лицедейство, актерство, это абсолютно, ну, то есть это достойное занятие для жизни. И он молодец, он достиг на этом поприще громадных высот. Так может он Окей. так и Путина переиграет в актерстве и в постановках Вот типа для- Фокина, Для типа... человека, и, кстати, это очень сильно это знакомо журналистам. Да, это знакомо журналистам в каком смысле? Вот конечная цель журналиста – это статья, ну или сюжет. Желательно уголовное. М. Но это только... Это высший пилотаж. это высший пилотаж, да. Это не у нас. У нас Да. ничего не доходит до судов, как Да. всегда. Да. Ну вот как бы, да, то есть жизнь журналиста, она отмерена дедлайнами, статьями, материалами. Но статья это просто описание неких реальных процессов, которые там скрыты где-то. Ну и она, по сути, может ни на что не влиять. Вот квинтэссенция жизни каждого лицедея или актера – это сцена. То есть все готовится для того, чтобы показать что-то на сцене, и представление само по себе уже и есть смысл. Политика отличается от журналистики, сильно отличается, могу сказать на своем опыте, от представлений, от пиара, так как его понимают даже расхоже, понимают многие люди, тем, что внешнее проявление политики это некая верхушка айсберга. Если мы говорим о пиаре, информационной работе, там, обо всем. Ну, это верхушка айсберга, который скрыт и который состоит из какой-то работы. Ну, то есть, когда пиар, представление, шоу подменяет собой вот эти вот внешние Она должна проявления. дополнять. Не дополнять даже, а должно иллюстрировать Мгм. реальную работу вот там в глубине, когда, ну, некий там пиар, ну, то есть вот, ну, можно говорить о Дне независимости, да. Почему он был такой? День независимости, я не знаю, смотрели наши уважаемые телезрители или не смотрели, не сильно близкая тема, да, так понимаю, для ITR. Ну, то есть, каким образом, в принципе, вот эти вот государственные такие мероприятия строятся сейчас. Они строятся по примеру красивого, классного, Слушай, ну популярного шоу. вот все ругали, вот давай про это шоу поговорим. Все ругали Ну, это шоу, это- но оно это- классное шоу, оно вот классно снято, оно Да. снято одним кадром. Слушай, это высший пилотаж. Ну, просто как фильм 1918, Нет, да? ну это высший Можно пилотаж. Оскар получить. Ну да. С точки зрения работы камер. С точки зрения шоу, очень хорошее шоу. Но День независимости и любое государственное мероприятие – это манифест некий. Да? То есть это просто некая квинтэссенция того, Ну, как оно что себя мы- видит, государство. Да, вот как это государство себя видит, что оно есть. И так мы можем сказать о любой политике. Вот мало отрапортовать о коронавирусном фонде, который там что-то где-то. Нужно ручками пробежать, это сформировать, прописать, сделать, распределить, то есть менеджерскую работу осуществить. И тогда вот результат этой работы можно уже освещать. Поэтому Фокин, Кравчук. Кравчук – это просто догонялки с, условно говоря, прошлой властью. Вот у них был президент, а у меня будет первый президент.
А, ты имеешь в виду Кучма и Это Кравчук, внешние да? атрибуты. Почему там Фокин появился? Ну, потому что Леонид Макарович привык с Витольдом. А ты не веришь в магическую силу Я не на фотомодели? Нет, я не очень. Ну, это как бы это... Она про себя просто рассказала, думаешь, да? Ну, что я не думаю, что даже было осознанно, но просто у человека на ее уровне понимания может быть какая-то вот такая вот такое понимание То есть ситуации. она управляет миром, не привлекая внимания специалистов. Да, вот эта вот девушка. То есть, ну, я не думаю, что... А для Леонида Макарыча это вообще бинго. Для Леонида Макарыча это как бы теперь повесить на Фокина всю ответственность, сказать, даже не я его привел. Посмотрите, что это такое, вот кого мне тут навязали. Ну, это Леонид Макарыч просто весь в этом, как бы, он мастер таких комбинаций. Понимаете? Поэтому это попытка выдерживать внешние атрибуты и внешние составляющие, не понимая сути процесса. Непонимание сути госуправления, политики, международной политики и так далее. Что за этим всем должно что-то стоять. Ну, некая опора, некая база. И эту базу не способен, ну, условно, вот, назначь, или там, вот ты становишься президентом, я становлюсь президентом. Кто-то еще с телеканала АТР становится президентом. Невозможно одному человеку держать в фокусе внимания все аспекты государственного управления. Здесь мы начинаем уже разговор о вертикали, о профессионализме, о институтах, которые должны Приходят на помощь вырабатывать старые кадры. ну, должны вырабатывать Проверенные. решения. Смотри, хорошо, Понимаешь? мы далеко уже на эту тему зашли. Вот смотри, все же понимают, наверное, все понимают. Но это такой, знаешь, это я называю тайна Полишинелькина, детские секреты. Что, в принципе, никакой договоренности в Минске, в всех этих трехсторонних, многогранных, как стакан, контактных группах всяких гуманитарных, ну, там можно кого-то по обмен какой-то еще устроить, да, дай бог. Но, в принципе, по политическим делам там ничего невозможно, потому что русские хотят всего или ничего, да? Слава богу. Ну, вот именно, вот, может быть, это какой-то фарс, что вот, ну, вот вам тогда Фокин, да, вот если у нас тут театр такой, да, то вот люди, которые все равно ничего не подпишут, все равно ничего не решают, да, и там я бы больше переживал, если там были какие-то серьезные люди, потому что, ну, хотя бы с виду, да, хотя бы адекватные, которые не живут там в 90-х годах каких-то, да, вот. Ну, не знаю. У нас телефонный звонок есть, Серега. Да, конечно. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос, пожалуйста, Сергею Высоцкому. Нету, да, сорвался звонок. Да, Я тогда вот про то, что я бы не назвал Кравчука какой-то декоративной фигурой. То есть это может быть декорация в понимании Зеленского, но Леонид Макарович-то хочет продвигать политику какую-то свою. Ну, Леонид Макарович, это, ну, как бы у него просто привычка со времен ЦК, он же без этого не может. Поэтому вот та история, которая была на прошлой неделе с так называемой инспекцией, насколько я понимаю ее... Сюр какой-то тоже. Ну, но она во многом была. Но я ее понимаю, что это Леонид Макарович выступил одним из моторов этого процесса. Ну, а тема банковая, ну, конечно. Ну, почему бы и нет? Ну, давай, Макарыч, жги. Ну, почему бы и нет? Пожег. Ну, да. классная история, ну, в понимании этих людей. Ну, класс, ну да, ну что там, пробегутся в оппозиции. Вперед. Ну, просто политику иногда нельзя переснять, как дубли в кино. Дальше. Вне зависимости, у Владимира Зеленского почему-то живет убежденность, что вот когда он сыграет какой-то гениальный номер перед Путиным, я не знаю, Гамлета, может быть, да, вот эти вот глаза настолько расчувствуются. Я думаю, что... Настолько расчувствуются, но это же его прямые слова. И мы видим потому, насколько он стремится к нормандскому формату, а он снова все усилия направляет на то, чтобы лично встретиться с Путиным. Что он уроков не вынес из прошлой встречи. Младший. Я посмотрел в глаза Путину и увидел там душу, заглянул в душу. Это был такой лохматый год, стыдно вспоминать. Да. Ну, классика, в общем, взаимоотношений. Уже все сменились, Путин до сих пор сидит, и в его глазах почему одно. Это получается вот таким все образом, как бы не сильно красивым? Уже не говоря о том, что вот Фокин, Кравчук, все эти истории, это же разобщает все больше и больше власть с активной частью общества. Это больше то есть единственный результат пока этих усилий это то, что активная часть общества уже считает Владимира Зеленского капитулянтом. Это ужасно, на самом деле. Это ужасно. Потому что я, например, уверен, что Зеленский не хочет сдать Украину. Нет. Да, у него таких идей, уверен, что нет. Да. Да, но просто создается перспектива, да, вот перспектива такая создается, как бы, ну ничего себе. Если, то есть Владимир Зеленский может себе это объяснять как угодно. Присутствие Кравчука, там, Фокина, какие-то стратегии. Но есть же политическая... Вы же ставите этот спектакль, я прошу прощения, никто же не принуждает. Но последствия политические, они же реальные, вот они же вот такие. Общество все время трясет. Вот и то, что Владимир Зеленский их не осознает, не хочет понимать вообще реалии. Вот он живет в каком-то своем мире.
Я не знаю, что это за мир до конца, но он не соотносится, и чем дальше, тем меньше соотносится вообще с реальностью, в которой живем все мы просто, в которой живет Путин, в которой живут оккупированные территории, в которой живет Украина. То есть эти его... А проблема в чем? Да, ну, всегда у человека отсутствие базы. Зачем нужно, вот принято считать, в развитых капиталистических странах, как было принято называть их в СССР. Знаешь, Старая школа чувствуется. да, молодой да ранний. Базовое образование, Ты Лига Плюща. политинформации ты не пропускал? Ты что, я никогда... их вел. Я даже октябренком не Да успел ладно. бывать. Ну, конечно. Ты такой молодой. Мне мало лет, да. Смотри, я хочу читать ответить. Я только в школу пошел через год после развала Советского Союза. Извини. От сиюминутных тем, хотя не все важные. Сегодня ужасный день в истории украинской журналистики. 20 лет, как похитили и зверски убили Георгия Гангадзе, основателя «Украинской правды». И ну, я не знаю, ты, наверное, не знал его лично. Да? Нет. Не знал, да? Что для тебя, кто для тебя Гангадзе, что для тебя история с его убийством, и как она повлияла на Украину, и что с этой историей незаконченной на самом деле сейчас? История с Гангадзе, она, к сожалению, задала вот ту матрицу, да, с которой мы ходим, к сожалению, в Украине многие годы, когда мы говорим о таких принципиальных делах, да, которые как бы являются просто показатели расследования которых, да, и понимание которых является просто базовым маркером того, является ли страна настоящей демократией. Работают ли в ней институты государства. То есть убийство Гангадзе, оно показало очень явно, да, и, возможно, впервые настолько очевидно, что государственные институты Украины, построенные Леонидом Кучмой, они по форме являются институтами, а по сути нет. Они обслуживают совсем другой интерес. И совсем для другого они работают. И мы в этой парадигме, к сожалению, вот 20 лет прошло уже, мы живем все эти 20 лет. Когда до конца мы не можем понять вследствие влияния разнообразных кланов, вследствие того, что система государственного управления всегда была во многом приватизирована разнообразными группами влияния. Мы не можем понять и довести до конца ни одно из этих дел, к сожалению. И, конечно же, для меня это громадный вопрос состоит в том, если говорить о моих личных оценках, что, мне кажется, мы стали свидетелями тогда, мы этого не поняли еще, той игры, которую здесь ведет Кремль. И это история постоянно повторяющейся кремлевской игры в Украине, о всей глубине и степени которой мы начали, наверное, подозревать после начала войны на Донбассе. Я хочу цитату небольшую из Юрия Бутусова. Вот он сегодня было много публикаций на «Украинской правде», большая статья про последние дни Георгия Гангадзе. Почитайте. Юрий Бутусов написал пост, который начинается словами. Ровно 20 лет назад, 16 сентября 2000 года, по приказу президента Леонида Кучмы был убит журналист Георгий Гангадзе. Ну, дальше идет пост и так далее. То есть Юрий Бутусов прямо обвиняет тогдашнего президента Украины, ныне уважаемого человека, недавнего еще главы там контактных групп, рукопожатного, званого везде, да, Леонида Кучму, в том, что, вот еще раз говорю, он по приказу его, да, вот как ты это? Я прокомментирую, что пока мы не знаем, да, и не видим приговора Леониду Кучме, я бы стал обвинять все-таки второго президента Украины в том, что он построил такую Украину, в котором убийство Гангадзе стало возможным. Да. Конечно. В том числе с точки зрения его взаимоотношений с Москвой. Вот этот момент, пожалуйста, расшифруй. Ну, я помню прекрасно, что стало реальным следствием. Опять же, я не декларирую, я не говорю, что Кучма не виновен, ни в коем случае. Я этого не знаю. И считаю, что только объективное следствие возможно через какие-то годы, когда Украина станет по-настоящему демократическим, функциональным государством, демократическим и функциональным, а не демократическим и дисфункциональным, как сейчас. Мы сможем сказать окончательно о роли Леонида Кучмы.
Но главным итогом дела Гангадзе и кольчужного скандала, который Политическим пошел, итогом. да, который пошел как бы дуплетом, да, и можно, в принципе, с точки зрения политических последствий, связывать это в одну цепочку событий. Возможно, не связанную прямой логикой, но цепочка событий была очень красноречивой. Главным политическим последствием дела Гангадзе и кольчужного скандала стало увеличение зависимости От России. Кучмы от Москвы. Запад отвернулся? Да, приход к власти в окружении Кучмы господина Медведчука. Ну, вот, и кардинальное усиление российского влияния на нашу страну, что и просто потом стало итогом, таким преображением, сейчас я подбираю правильно русское слово, русский начал уже забывать, кстати. Да, ти ж став україномовним. Я ж повністю українську мову зараз, до речі, в побуті і всюди. Ну, от, это стало, скажем так, да, ну, вот, такой точкой бифуркации чего стал процесс попытки избрания Виктора Януковича в 2003 году. То есть вполне возможно, что это была игра кремлевская. А так как у нас тут предателей всяких агентур, это как показало. Ну, опять же, да. насколько это было заранее... То есть там было стечение разных факторов. Фактор Кучмы, фактор Литвина, фактор России, которые могли усилить это, а могли просто воспользоваться объективно этим убийством. Я не говорю, что Москва обязательно была в этом напрямую. Но согласитесь, что вот по Януковичу мы узнали, что вся власть была пропитана русскими. Да. Но я Да? к тому, что степень влияния Кремля настолько велика в Украине и настолько украинская действительность пропитана российскими спецоперациями и российскими сетями, что это также задает просто модель существования нашего государства. Вот 20 лет это не меняется. Вот происходит какой-то политический кризис в Украине. Внутреннеполитический, не связанный напрямую с Кремлем, окей. Но итог этого кризиса становится таковым, что выгоду из этого извлекает только Москва. Это много говорит вообще об украинских элитах и о том, насколько глубоко укоренилось московское влияние до сих пор, насколько оно велико. Скажи мне более близкое убийство по времени. Да. Павел Шеремет. Что ты думаешь, знаешь об этом? Насколько вероятно, на твой взгляд, что люди, которых сейчас подозревают и обвиняют, уже суд суд присяжных, они имеют отношение к убийству журналиста? Я сдержанно отношусь к... Я сдержанно отношусь к версии следствия о том, что конкретно те люди, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО, были причастны к убийству Павла Шеремета. Ну, то есть ты не веришь? Ну, верю, не верю. Я вижу, как следствие развивается, и я вижу, чем дальше, тем меньше у следствия аргументов для того, чтобы отстаивать позицию обвинения в суде. А свидетельство это ослабление режима в отношении некоторых, да, подследственных и так далее. Не только аргументы сторон, то, насколько долго это само дело тянется. То есть, следствие просто, как переносится. Слушай, ну это же будет страшно, если предположить, что действительно мы тут никакую версию не поддерживаем, мы чисто по-журналистски рассуждаем, что вот ничего там нет, это разваливается в суде, но суд присяжных — это очень сложная история. Да. Там может и вообще любое дело развалиться, если оно не расследовано, если тем более люди не виноваты, да. Это же будет страшенный скандал, в котором окажутся мишенями для критики и, видимо, справедливо. Я скажу проще. У меня есть как бы свой взгляд и своя точка зрения на всю эту трагедию. Безусловно, эта трагедия очень большая. Безусловно, эта трагедия наносит и продолжает наносить нам международно-политический урон. Вот. Но из уважения к покойному я не буду эту версию озвучивать. И к его как бы близким. В любом случае... В любом случае, я бы в том... Снова, как я уже говорил, в процессе развертывания подобных трагедий в украинской истории в итоге все приходило к тому, что выгоду из этого извлекала Москва. И вот я бы все-таки на месте следствия, будь я на месте следствия, на месте, безусловно,
на нынешней власти, я бы не отбрасывал версию с тем, что это могли быть как бы, внешние истории, но опять же, смотря какие. Это уже нужно вдаваться в детали. Я Ну, не хочу. знаешь, я тоже часто говорю, что когда я смотрю на какие-то события наши политические, я просто вижу неестественность даже обстоятельств, да, а неестественность каких-то событий. Я думаю, что для Украины неестественность, да. И Конечно. я как человек с бэкграундом тем, я помню их методы и так далее, я говорю: «Ну, слушайте, ребята, тут вполне возможно рука Москвы там по самые уши сидит, да». Мне говорят: нет, тебе везде Путин мерещится, это у нас тут все свое и так далее, да. Ну окей, да, но я считаю, что многие в Украине сильно преуменьшают влияние России почему-то. Я даже слышал такие высказывания, знаешь, мы все не любим коррупцию, да, ну кто ее любит? И когда спрашивают, там даже ведущие журналисты говорят: а какой наш главный враг, коррупция или Путин? Многие люди на голубом глазу говорят: коррупция. В таких случаях я так сажусь и думаю, м, то есть, а все равно там при Путине, не при Путине, неужели вы правда думаете, что этот человек не использует все вообще, что только можно для дестабилизации страны, да? Вот, ну, давай про медийный рынок. Про то, что сейчас происходит с медиа. Да. Мы такие сидим в красивой студии патриотического канала, да, но если выйти в мир реальности, да, то здесь по пульту щелкает человек среднестатистический пересечный громадянин, что он там видит, да? Ты же вот на телевидении работаешь, знаешь, да? И ты работаешь не на большом канале «Эспрессо», небольшой относительно канал, относительно монстров Совсем этих небольшой. медийных и так далее. На сколько процентов украинский медийный рынок занят русскими? М. Это точная цифра. Я пытаюсь в голове ее подсчитать. Но вопрос же не в том, напрямую он занят русскими или нет. Ну, слушай, Формально он не напрямую и занят. Донбасс не занят Да, русскими формально он формально, не да. занят, но есть просто телеканалы близкие к Медведчуку. А есть телеканалы из большой пятерки, которые поддерживают русские нарративы, потому что их олигархическим собственникам это выгодно на данный момент. Вот один очень известный бородатый олигарх, Мгм. у которого телеканал был 5 лет очень патриотическим проукраинским, ну, до выборов 2019 года, Мгм. 4,5 года. Да, потом вдруг, значит, этому телеканалу стало ясно, что все проблемы в Украине от того, что Сорос наворожил. И, значит, что-то американцы Клятый плохие, здесь Запад, клятый Запад, да, Сорос, внешнее всемирный управление. заговор. Ну, просто потому, что у этого отдельного олигарха начались большие проблемы с Федеральной службой безопасности США. И у российских братьев, как я понимаю, он мог получить некие гарантии того, что, значит, при другой политической конфигурации в Украине он не будет выдан. Класс. Знаешь, когда мне говорят гарантии русских братьев, я всегда аплодирую. Это же какого надо иметь ума, вот какого размера мозг, чтобы поверить русским, знаешь? Вот у крымской татар есть такая поговорка: не опирайся на воду, не верь русскому. Она вот прям как выбита в Ну, граните. Неужели кто-то из наших... Это же, я не про этого даже конкретно одного олигарха, а там про, я догадываюсь, о ком ты говоришь, но про всех, да? Они играют в всякие пророссийские игры, многие из них, скажем, даже большинство, наверное. Неужели вы, не хотел сказать, не идет, но неужели вы не понимаете, что если Россия действительно сюда придет по-настоящему, то вы будете последними, с кем Путин будет считаться. Что первый пострадает не пересечный даже гражданин, да, там, ну, условно говоря, такое колбасное население, которое огромный процент составляет, да, они заметят это потом, как на Донбассе, например, да. Патриоты, понятно, будут воевать, но вы-то сразу станете никем, потому что у Путина своих олигархов. Вот так он сам олигарх. И он нас просто выкосит. Неужели, почему наши олигархи не понимают, что их даже карманный, такой шкурный интерес состоит в поддержке проукраинских политических сил, любого проукраинского дискурса, проукраинского телевидения и так далее? Как можно играть с у русскими меня, в эту игру? я считаю, что наш олигархат это производная от российского олигархата, который в свою очередь является производной от КГБ. Ну вот и все. Но инстинкт самосохранения не работает, Но нет? если, опять же, если они же не бизнесмены. Все эти люди построили свой бизнес, крупный, безусловно, на, как это действовало с 90-х. Это же была модель взаимоотношений России и Украины, практически институциализованная. Ну, вот, в случае, если бы мы, как хотел Путин, вошли в Евразийское экономическое сообщество тогда. Кстати, это же пытался и Кучма сделать в свое время. Подписал, но в итоге парламент не ратифицировал. Ну, вот. Украинские олигархи являлись переработчиками
некого, даже не говорю о сырье, неких логистическо-экономических Ну, в цепочек. пищевой этой цепочке они занимали Да, какой-то свою они занимали... кишкой Нет, какой-то были там. потому что это все предприятия были, которые остались после советского промышленного комплекса, который, очевидно, был Ну сейчас, Серега, ну не связанным. те времена сейчас. Сейчас Подожди, есть прямая Эдер. угроза. Подожди. Вот и как функционировал украинский олигархат? А украинский олигархат всегда функционировал как подразделение российского олигархата, то есть подразделение КГБ ФСБ, по сути. Мгм. И мне очень понравилась одна фраза у Виталия Портникова. Он говорит, что олигарх – это тот человек, которому КГБ дало поддержать миллиард. Да? Ну, на котором и генерировалась маржа, достаточно существенная, для очільників, як ми кажемо, Российской Федерации. Росукрэнерго. То есть поставки неучтенного газа, переработка удобрения, раздел маржи Мгм. с русскими. Значит, металлургия, трубный бизнес с постоянным рынком сбыта в Россию. Это были связанные экономические комплексы. И они остались связанными после краха Советского Союза. И одно из мотивов создания украинских олигархов, а я хочу напомнить, что для одного из этих олигархов зачистили, того человека, который сейчас очень уважаемый, большой, крупный олигарх, дом в Лондоне. Вот, красиво все. Для него зачистили просто весь Донбасс под него. Ну скажите, что там эти взрывы на стадионах были без ведома Комитета госбезопасности? А то есть много ФСБ? бонусов этот олигарх получил от русского вторжения? Нет, потому что он такой, в английском языке есть слово dispensable. Он такой же расходный материал для ФСБ. Так неужели, вопрос, возвращаясь, неужели они этого не поймут? Да, но они не могут, они не бизнесмены, они не могут выжить, без экономических преференций государства, то есть без того, чтобы государство просто их датировало. В чем смысл олигархического бизнеса? Ну, Человек присосаться, занимает понятно, да. монополию, Мгм. выбивает льготы из олигарха, получает маржу, основанную на том, что это фактически вытянутые ресурсы с бюджета. Эта маржа является вытянутым ресурсом из бюджета. Но даже, И паразитирует. И потом все украинские олигархи паразитировали на российской правильно, экономике. но даже эта коррупция, Да. очевидная, да, Не она говоря все уже равно о том, что- возможна только в условиях независимой Украины, Не потому говоря что... уже о том, что при часть из них это Путине- просто агент. Давай прямо скажем. Ну смотри, вот этот олигарх, который первым упомянул, да, он же понял, что будет очень плохо. И он очень много сделал для того, чтобы Россия сюда не пришла. Да. Да. И вдруг, через несколько лет, тот же самый человек, мы можем так предположить, думает, что с русскими можно какие-то игры играть, что они будут дать какие-то гарантии, как ты говоришь. Да. Гарантии Ну, чего? опять же, послушай, Ну, на зачем? идиота не Ну похож. почему у нас всегда почему-то это в таком вот в обществе очень, я бы сказал, финансово центрированном. То есть у нас деньги это синоним безопасности, соответственно, все стремятся к деньгам. Потому что институты не работают, и единственный способ обеспечения собственной безопасности в обществе является достижение неких финансовых показателей. Мгм. Тогда есть медицина, тогда есть образование, тогда есть возможность прикрыться от правоохранительных органов, от судов, решить свой вопрос. Откупиться от проблем. Да, то есть Да. в обществе, в котором, Есть бабки, нет проблем. да, Мы в же знаем котором это не девиз, да. работают институты, работают деньги. И поэтому у нас финансово центрированное такое общество. Но, к сожалению, у нас часто путают богатство с умом. То есть вот богатство, особенно богатство, нажитое в 90-х, оно же не имеет отношения к трезвой оценке реальности и к уму, к интеллекту, я бы сказал. Не уму, к интеллекту. Не могу не Как такового. согласиться, да? Но вот, уважаемые олигархи, да. Слушайте, я помню прекрасную историю, которую мне рассказывал один олигарх, значит, потом во что он верит, и Детский сад. просто. Я хочу просто. обратиться к олигархам. Понятно, что нет, может быть, кто-то где-то увидит. Уважаемые друзья, Путин своих олигархов за людей не считает вообще. Они у него там где-то в подсобке, на дальней полке. Вообще они никакого доступа к нему не имеют, пока он этого сам не захочет. Вот так, да? А вы, дорогие друзья, не будете у него вообще никем. Вот просто вообще никем. Совсем, да? Поэтому вот эти спонсорства этих, я про Медведчука не буду говорить, там как бы родственно такие уже, да, вещи, да. Но все, что вы делаете не для того, чтобы спасти Украину, это вы под себя прям сук пилите каждый день. И, не знаю, там, наверное, действительно не к чему взывать. Потом, опять же, это же мы оцениваем тут в студии Россию, Кремль, как некую такую константу. Хотя ты прекрасно знаешь по твоему московскому опыту, что это не так. То есть это так в ключевых моментах. Но создается видимость, вот такая-то башня. Развод такой постоянный. А вот это вот, да. да, вот ты пойди туда реши, а эти перед туда.
И они же находятся, вот эти наши олигархи, как люди, которые думают, которые сами уверовали в свой великий интеллект, Да, потому и что они плюс они- смогли наворовать Вот, и плюс миллиарды. у них украинские правила игры в голове. Да. Да. Которые смогли наворовать фактически миллиарды при полной поддержке Федеральной службы безопасности, да, в 90-х, а потом и наших госинститутов, которые были превращены просто в систему обеспечения их благоденствия. Вот они убеждены, что они же вершители судеб. Ну да, там, но я ж пошел там Колик, Петя, Вася, там перетер с ним где-то, я не знаю, где там они, на яхтах. Они обычно переговоры проводят все на яхтах. Они верят, что их не послушают. У тебя 50 человек обслуживающего персонала, но, конечно же, там тебя не послушают. Да. Они в этом уверены. Это Ну и плюс это, интересный такой как это, факт. рыбка, вот это обязательно Да, где-то да. рядом с Они выезжают фотоаппаратом. на Да. яхтах с кем-то там, Да. Миша, там, да мы тебе, там, мы перед Вовой, там, вот так. И они в это все играют. Их разводят как кроликов, конечно же. Вот. Но они, Я про же, это и хотел. но они же великие. У них ваш миллиард. Как он может быть, иметь миллиард и быть при этом тупым? Ну, человек же так себя не оценивает, что я идиот, которого разводят. Извини за такую экспрессию в эфире. Все, давай закончим про олигархов. Бог с ними, Вот так действительно. Москва. А как Москва украинцев разводила 100 лет назад? В 18 году. Ну, наверное, да. Ну вот. Люди Да. без инстинкта государства обречены на то, чтобы их будут оккупировать. Давай, но все-таки у нас хотя бы у немаленькой части общества есть инстинкт государства, и есть люди, которые осознают, что существование Украины– это существование их конкретно, их детей, их родственников и так далее. Да? Но мы знаем, о ком мы говорим. Это не олигархи, к сожалению. Да? Беларусь. Вот имеет ли белорусское общество инстинкт государства? На чем ты сейчас закончил, да? Там-то все вообще очень сложно, и у нас в Украине очень мало в этом разбираются люди, к сожалению. У нас очень легковесные суждения, ура, то все пропало, то, значит, наоборот. Как ты видишь ситуацию в Беларуси, и что может сделать Путин с Беларусью дальше? Ну, у меня была, я ее где-то уже озвучивал, даже там рабочая версия, которая предполагала хитрую игру Путина. Я долго ее очень описывал, могу полчаса ее описывать, как, значит, там Путину можно вести дипломатическую игру, чтобы посредством поддержки белорусской оппозиции усилить свое влияние в Минске, и при этом сыграть по Западу, выйти на какие-то новые Это переговорные... очень сложно, мне кажется. Да, для но них. потом я вот как бы всю эту версию даже где-то я писал там в какой-то своей публикации, а потом я вспомнил, А зачем? да, потом я вспомнил просто Майдан, так подумал, ребята, ну как бы, вот если бы тогда Путин поддержал протестующих, Да. потом бы даже... то есть, и вот эта вся как бы вот интеллектуальная моя рухнуло версия, сразу, да, да. то есть Путин хочет получить Беларусь в составе обновленной Российской империи. Не, ну все Так же, думают, как все Украина думают, что хочет Путин получить. будет в какую-то чужую игру играть, подстраиваться под Запад. У него в голове, что он правила тут устанавливает. Вот захотел он Лукашенко, признал президентом. Да? Наши такие тоже аналитики белорусские. Нет, Владимир Владимирович, там, Беларусь, там вообще чуть не в ноги эти вот, так называемые революционеры падали. Посмотрите на народ. Чуваки, он вам уже сказал, я признал его президентом. Фюрер не ошибается. Вот, Ну. поэтому, понятное дело, сейчас вот сегодня была встреча в Сочи, получил Лукашенко аванс за то, чтобы утопить свой народ в крови. Я думаю, что Лукашенко будет это делать. А что будет дальше, вот насколько будет белорусский народ готов к такой горячей, да, насильственной уже борьбе, безусловно, насильственной в ответ на насилие власти. Это, знаете, Где Беларусь и где насилие? Ну, это большой вопрос. Вот я не знаю. В Я не Украине думаю- тоже не было насилия, но Нет, не Украине было. навязали войну, навязали кровь Да. и так далее, да? И когда белорусы сейчас, кстати, говорят, что мы не хотим повторения Майдана, я всегда им напоминаю, ребята, у вас фактически происходит это то же самое, что Майдан. Просто у них нету Запорожской сечи, как архетипа. На то, что был Майдан, это была просто Запорожская сечь. Это такой архетип вольного табора, где действуют свои законы. Но тем не менее, Майдан был мирным до последнего. И Майдан отвечал насилием только тогда, когда против Майдана шло десятикратное насилие. То есть нас похищали, мы давали себе похитить. Нас атаковали, мы отбивались в ответ. В нас стреляли, мы не стреляли в ответ. Мы пытались как-то это решить другими способами. Поэтому вопрос просто в том, насколько белорусский народ будет готов пойти дальше. И есть ли у него шансы при такой интеграции, при том, что там 3 базы российских военных находятся. Шойгу приехал, по-моему, сегодня в Минск. Усиливать военное сотрудничество. Да, поэтому я, честно говоря, я понимаю, почему эта оппозиция вся. С одной стороны, есть психологическая зависимость от русских. Это то, что у нас от России, корректнее скажем, без национальности. Это то, что у нас наблюдалось до 2014 года. Да, у нас часть населения сейчас. И сейчас, да, конечно, несмотря на войну. под этим Есть психологическое, есть вот эти
да, ощущение этих братских народов, есть психологическая зависимость, есть страх. И когда мне говорят, ну вот, обвиняют белорусскую оппозицию, что они там как-то взывают к Путину, ну, Мгм. я бы не стал сильно их за это осуждать, потому что это жесты человека, который находится в Заложника. глубоком ужасе. Заложника. Ужасе, который понимает, что завтра их могут похитить, тебя могут похитить, убить, закопать. И, может быть, это сделают даже российские братушки, ну вот, которые войдут, значит, по просьбе Лукашенко. Поэтому это попытка хоть как-то убедить. Я думаю, что у многих белорусов есть понимание. Не у всех, конечно же, у многих, что Россия это насильник, но это просто попытка жертвы Договориться с насильником. вот каким-то образом остановить дальнейший акт насилия. Убедить, что я тут сам, я не трогай меня, Есть я шанс все остановить? сделаю. Ах, я не думаю, что Кремль сможет воевать со всем народом. Для этого нужно, чтобы народ был един и, конечно, был готов принести громадную кровавую жертву на алтарь своей независимости и суверенитета. Хорошо. Насколько белорусы к этому Хорошо готовы, сказано, учитывая то, что ты имеешь сам опыт Майдана, и тут ты имеешь право такое говорить, и даже им советовать что-то, я-то не имею. я им не например. советую, я не могу Ну, советовать в я этой понимаю. ситуации. Я понимаю. Но вероятность такого исхода я, честно говоря, оцениваю скептически, учитывая, что даже ну, территорию какую-то, где люди находятся сами с собой в безопасности, ну, условно, называть это не Майданом, люди не создали. Их хватает по одному, их сажают, бьют, унижают. И как К бы, сожалению. и ну слушай, тем более, когда Лукашенко, Путин дважды уже сказал, что он его поддержит, да, когда войска входят туда якобы на учения, но, по-моему, это понятно Ну, для всех. я бы так, если там, если белорусское общество решит остро, да, и горячо, и решительно ответить на то насилие, которое сейчас происходит в Минске, то, конечно, Путин может поддержать Лукашенко, но я не уверен, что спецназ Путина и даже какие-то тетушки российские, там какие-то переодетые, они смогут противостоять Но всему Янукович же стрелял, государству. но Янукович же стрелял. Янукович стрелял. А почему Именно Лукашенко в худшем еще положении находится? И Лукашенко может стрелять. Я же говорю, это вопрос того, насколько белорусы готовы, ну, то есть насколько каждый белорусский гражданин, который сейчас выходит на протест, осознает то, что он может положить свою жизнь. То, что может создаться такая ситуация, что он положит свою жизнь за Ну свою ладно, страну. это все равно в предположительном Да я не- ключе говорим. да. У нас 3 минуты остается. Да. Ты ведешь программу на Эспрессо ТВ, которая называется «Червоные линии». Красная линия. Да, красная линия. Вот сформулируй, пожалуйста, за пару минут твои личные красные линии для Украины. И есть ли опасность, что мы их перейдем? Ну, к сожалению, мы-то их переходим. Потому что гибридная агрессия Российской Федерации – это же многоплановое мероприятие. Мы считали, там есть аналитика, много публикаций о том, что есть гибридная война. Гибридная война – это есть война, которая проходит в том числе на ментальном плане, Ну, мы на про медиа мы уже психологическом говорили, плане. это проигранный фронт. Да. Медиаплан. И полем битвы сложность вот этой вот войны, которую мы ведем, и войны, в принципе, 21-го столетия как таковой, является то, что полем битвы для нее является ум каждого человека. Поле битвы – это разум. Потому что от того, насколько человек будет в своем разуме мобилизован, готов Ну, на трезво противодействие, воспринимать трезв в ситуацию, оценках, да, в оценках. зависит исход вот такой вот прокси. У нас минута. Прокси войны. Поэтому для меня красные линии просты. Российская Федерация является нашим естественным врагом. И восстановить наш суверенитет и построить нашу государственность мы сможем только тогда, когда своим разумом мы будем понимать всю опасность этого врага и делать все для того, чтобы его победить и от него максимально оградиться в международных институциях НАТО, Европейский Союз. Не с чем спорить. Сергей Высоцкий, один из наиболее уважаемых мной журналистов украинских, был у нас сегодня в эфире. Спасибо, что пришел. Наверное, надо почаще, чем раз в год. Вот. Я согласен. Приглашаю, буду всегда к тебе ходить. С удовольствием. Да. Спасибо. Спасибо телеканалу ЛТР и сила, мужество тем, кто смотрит нас. Смотрите АТР. Всего доброго, до завтра. Спасибо.
Yaşayışımızda her gün çeşit türlü hadiseler olup geçe. Çeşit türlü problemler ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ey Muhammed! Sana bu kitabını